рядом с речкой Вычегда, где были небольшие понтоны. Вывели коммерсанта из машины, взяли палки и начали стучать по понтону, тем самым его глушить. Через минут 10 его открыли, предложили свои услуги, чтобы он платил на общак. Он согласился, вышел из этого понтона, мы сели в машину и увезли его обратно к нему в офис. С ним договорились, что завтра встретимся и обсудим все действия, на какую сумму он будет платить на общее. Что закончилось? Сделали огонь туда-сюда, Ломонос позвал, говорит, так, говорит, проходите, говорит, цель этого. Демонстрируйте действия. Вот, положился вот так, наверное, да? Ага. Каким образом яму? Яму, вот после этого я помню, что не помню, да, чем он толкнул, наверное, я не помню. Вот так, что ли, или как масло залил. Вот после... Он масло в какой момент взял? Кто ему подавал? Там рядом оно, наверное, было. Я не знаю, я даже не видел, я прошел на это, видимо, какое-то масло пошел или взял, не знаю, как-то взял и залил. Он начал подняться, там помогите. Через какое время он перестал подавать признаки жизни? Вот его закинул, вот это же все закончилось. Оно все весь сгорело. Остальные лица что в этот момент делали? А? Что другие делали? Что другие вот так стоят и смотрят. Что еще входило его? Чем ты еще занимался? Ну, также на свободе, в дальнейшем также в обязанности входил собирать. Свободе, да? На свободе, да. Так как он сам уходил на свободе. О существовании такой организации Чугинская мне стало известно в 1998 году. 200 человек занимается бизнесом. В республике существует правило, что каждый должен платить в общак. Что в республике есть вор в законе Юрий Пичугин. И он, видать, зациклен был, я не знаю, на них или как, я не знаю. Но стрелял. Я думал, сейчас будет по мне стрелять, как бы я боялся, что он сюда сейчас будет стрелять. А выстрелы были, не в меня, как бы. Я вот так вот сзади держал и потихоньку левую руку перекинул ему на шею.